Друзья, ну все, как говорится, мы этот день приближали как могли. Здесь одна только лампочка. В общем, все, закончили с натяжными потолками. Это кухня. У нас оставалось 2 комнаты. Здесь-то было сделано. Оставались у нас только 2 комнаты. Вот это вот прихожая у нас оставалась. Вот сегодня здесь закончили работу. И ванная комната оставалась у нас, девочки. Вот она. В ванной комнате тоже сделали, посмотрите, сразу другой вид. Смотрите, как красиво стало. Ну, как бы хочется сказать, что уже грязная работа закончилась. Грязная, это я имею в виду вот это вот, когда что-то сверлится. Уже сколько раз Анжела здесь полы мыла, пылесосили. Ой, по-моему, это все зря. Ну, подметать-то я согласна, полы мыть. Зачем их мыть было все это время? Сколько детей сил вложили, если вот так вот. Я-то думала, уже все, но нет. Ну, и теперь, ну, последний рывок, это двери вставить. Тоже как бы будет вставляться, где-то будет что-то сыпаться. Поэтому я не буду говорить, я мыть полы, пусть дитё подметет чисто, и все. Вот этот стол пускай вынесут, помоют. Стол уже здесь не нужен пока что. Вот, ну, вот так вот красиво. Смотрите, какие красивые потолки. Я, кстати, девочки, я оставлю номер телефона. Это особенно касается жителей Чеченской Республики. Хорошие очень ребята, профессионалы своего дела, очень хорошо выполняют свою работу. Касаемо натяжных потолков, они даже занимаются, если я не ошибаюсь, сетки ставят на окна. Анжела, уйди с поля зрения, пожалуйста. Они ставят на окна сетки вот эти, ну, чтобы класть, да? Комарики не залетали и так далее, и так далее. Вот на окна ставят сетки, они делают натяжные потолки. Но сетки у нас есть, мы когда окна заказывали, нам сетки пришли вместе с окнами. Вот классно. Сейчас просто дневной свет, и поэтому этот свет так уж хорошо его и не видно. А вообще, когда уже будет на улице темно, здесь включить свет, будет очень ярко и красиво. Значит, что я хотела сказать? Начала говорить и это самое, не закончила. Номер телефона парня, который занимается, ну, с ним бывают его помощники, я не знаю, бригада, своя бригада, наверное, у него. Я оставлю, закреплю номер телефона. Вы можете обращаться, писать. Вы сами видите, как хорошо сделали работу. Все быстро, все идеально, четко, красиво. Вообще, приезжают люди, знаете, друзья, у нас почти всегда нет дома. Мы то за товаром поехали, то мы в дороге, то мы на почту поехали. Нас почти всегда нет дома. Они приезжали молча, заходили и делали свою работу. То есть хозяева, нет дома, знаете, все. Они сами с Беркут-Юрта, они не с нашего села, но они работают по всей республике и, возможно, даже за пределы выезжают. Это вы уже сами договоритесь. Поэтому, девочки, я номер оставлю, закреплю. Вы можете на этот номер написать, договориться, чтобы тоже, вот, смотрите, как красиво. Просто у нас на улице еще светло, поэтому не так уж хорошо видно. Туда я пока привезла товар, пока положили все туда. На днях у нас будут большие обзоры. Там-то у нас чисто, полы вымыты, все. Единственное, вот эти 2 комнаты. В этих 2 комнатах он работал. Значит, сейчас вот это все мусор. Видите, сколько. Уже сколько раз Анжела мыла эти окна. Сюда я химию выставляла красиво. Вы тоже это видели. Но все равно работы идут. Ну что поделать. Вот такие вот дела. Супруг тоже что-то там на крыше работал. Сегодня наверху что-то он там делал. Я не знаю, то ли с проводкой. Не знаю. У нас, в общем, эта часть крыши, ну, как бы такое место там для лишнего чего-то. Там ковры у нас лежат, такое. А вот эту часть дома, там можно со временем сделать как бы 2-й этаж. Ну, будем посмотреть, как говорится.
В общем, я довольна всем. Работники, которые делали натяжные потолки, работа на 5 с плюсом, девчат. Я еще раз повторяю, я оставлю номер телефона, вы можете написать и договориться, чтобы вам приехали и сделали потолки. По краям вот это, видите, какую красивую окантовочку сделали. Как хорошо подчеркивает. Ничего лишнего, эти плинтуса, зачем они нужны. А вот так вот классно. Так, все, следующее у нас теперь идут двери. А когда поставим двери, хорошо вымоется этот кафель, будет вообще очень красиво. Да. Мелкими шагами, но мы идем к финишу. Да, на это все уходят огромные деньги. Я даже не думала, я же говорю еще раз, девчат, когда только построили дом, мы, ну, в смысле, накрыли крышу, вот, кладку кирпича закончили, накрыли крышу, ни пола не было здесь, ни стяжки, ни стены помазать, просто вот накрыли крышу. Мне тогда казалось, я герой в этом мире вообще, вот тут, ты что тут? А оказывается, ну, уже на то время я думала, боже, сколько денег уже вложили, это вообще ужас, это самое. А оказывается, мы в то время еще ничего не делали даже. А вот подруга моя, Элита, к которой я хожу в гости, они сейчас только что не сделали. Даже нет облицовки, друзья, нет облицовки. И даже не кирпич, как у нас. У нас-то дом полностью из кирпича, у нас сюда не шел дешевый материал вообще. У нас блоков здесь нет, у нас все кирпич. Простите, пожалуйста. Правда. У нас дешевого материала здесь нет. Но за счет этого у нас, видите, о, Софишка приехала. Софишка приехала, Золотуська мамина приехала. Дешево 2 година, мама нига. Мама дешево 2 година. Дешево? Да то хадота. Хадота, мамин хадота. Дешево. Скучно без нее. Вот садика из хам привез. А что я хотела сказать? Привет. Всем привет. Как дела? О, я прическа красивая. Классно. Что это у тебя, сыночки? А? Рисунок? Да. Ну покажи нам рисунок. Мы же тоже хотим посмотреть. Только стол грязный. Не подходи к столу, он грязный. Ой, как красиво. Вот это да. Это елка. О, хочу что-то. Летом елочки. Все соскучились за Софийкой. Горлышко? Сейчас он же лекарство даст, сиди. Мама, ты а Мила не говорил после прогулки забрать? Ты не была на прогулке еще? Нет. У нас же конкурс России. Ну просто... 5-я группа, и мы должны победить. И нужно говорить русские слова там. Ну просто... У нас праздник. Софиша, просто знаешь, я хотела тебя оставить, мы тебя сегодня пораньше забрали, по той причине, что мы с папой сейчас уезжаем в Грозный, вот, по делам. А кто тебя тогда заберет? Машины-то дома не будет, Софиюш. Хорошо, солнышко? Мама, меня с собой возьмете? Ну, я не знаю, Софиш, точно. Может быть, папа сам поедет. Я еще точно не знаю. Ладно? Если я поеду, я тебя с собой возьму. В общем, я никак не могу закончить свой рассказ. Вот эта Элита, моя подруга, они, значит, ну, у них построен дом, вы видели, я даже снимала в их доме. У них, значит, просто они сделали пристройку. Там, значит, из блоков. А блоки, они намного дешевле, чем кирпич. Да? Вот. И блоки, они, ну, как сказать, они-то выгоднее, но вот, например, у нас из кирпичей, в 2 кирпича у нас, да, стены, или в 2,5, я уже не помню,
Ну, у нас даже вот сами строители говорили, у вас летом будет прохладно, а зимой тепло, стены хорошие. Да, у нас нету этого блока, сырости не будет, у нас капитальное. Основание у стен очень хорошее, и сам материал тоже качественный, хороший кирпич. Вот. Но, тем не менее, люди делают, каждый смотрит, как говорится, на свой карман. Дело не в этом сейчас. Кто как может, так и живет. Я за это, у меня лично вообще претензий к этому нет. Кто как считает нужным, так и делает. Но просто они к дому сзади пристроили, значит, 3 комнаты. Ну как 3 комнаты? 2 комнаты и коридор. Они пристроили, да, они взяли там цемент, они взяли машину песка, они взяли машину этого, щебень вот это, и там цемент, да. Но просто эти стены стоят из блоков. Вот просто они стоят. Больше там ничего нельзя, ни окон, ни дверей. Просто стоят стены, и во дворе лежит огромная куча песка, огромная куча щебня. Она говорит, Кис, у меня на это все ушло 2,5 миллиона. Ну, цемент они брали, но все равно, друзья, там 2 комнаты и коридорчик. 2,5 миллиона. Мне даже просто мы не за раз это все, но мне трудно представить, сколько уже ушло на этот дом. Мне просто страшно представить. Потому что когда клали кирпич, я же говорю, я считала себя героем, когда клали кирпич, стены, вот это бесконечно. Мне казалось, никогда не наступит то время, что не нужно будет брать кирпич. Никогда оно не наступит, это время, что уже не надо покупать нам кирпич. Это ужас. На арку, сколько брали кирпича на арку, сколько там пошло отходов. Ну почему отходы? Потому что на арку много у нас ушло денег, и много отходов кирпича пошло. Почему? Потому что ломали кирпич, там вот так вот ее шклали, вот так круглую. Кирпич, они каждый кирпич на машинке резали аккуратно, форму делали, чтобы вот полукруглый положить ее. Но вы видели, да, я сейчас еще раз дополнительно арку покажу. Там пошло много отходов. Но мы, конечно, это все не выкинули. У нас это все пошло на перегородки в доме. Мы его потратили, мы этот кирпич не выкинули. Я просто, в принципе, говорю, сколько ушло на это денег. У нас на арку ушло, на арку просто с воротами. Это мне мама говорит, Кис, ты это не подсчитываешь? Я говорю, да нет, я вот это в тетрадку завела и все записываю. Да, ну вначале уже не стали, а теперь к чему? Уже я всего и не вспомню. Но я просто помню хорошо, что вместе с воротами за арку у нас вышло 550. А за крышу, на крышу у нас ушло 700 тысяч. Вместе дрова, ну в смысле под низом лес покупали. О, что-то происходит такое непонятное. А ну-ка, пройдись. Вот это тоже так модно сейчас? В юбке в таких сапогах модно сейчас ходить. Понятно. Вот накрыли нам крышу, то есть положили только лес. Была одна цена, а потом буквально на днях в 2 раза выросли цены. Если бы мы немножко раньше закончили, у нас бы крыша вышла в 2 раза дешевле. Но никто не знал, что так... Ключи, ляг! Никто не знал, что так поднимутся цены. И не лезь туда вообще. Никто не знал, что так поднимутся цены, девочки. Что так это будет. Вот 700 тысяч у нас ушло только на крышу. 500 у нас ушло на арку. А за все остальное, за окна, двери около 200 тысяч. За плитку за эту... За одну плитку, я не знаю... 1250 ушло, даже больше. Без работы. Без работы. Сами клали ее. За вот эти вот стены, что мазали, тоже около 200. Мам, а что ты в новом доме делаешь? Потолок 100 с чем-то. 120 или 130, может быть. Не знаю. Оплату не я делала, супруг оплатил, надо посмотреть. Я не помню точно, не могу сказать сколько. 100 с чем-то, 120, 130, вот так вот, потолок. А, самое главное, теплый пол, отопление, которое под навесом, все это.
И плюс сверху стяжку, за стяжки мы 100 с чем-то платили отдельно. Но это я считаю все вместе. Это ушло 600 с чем-то тысяч. То есть полностью во всем доме теплый пол, отопление, там под навесом вот эти все баки стоят, там вот это все. Полностью они здесь рыли комнату, выводили воду, даже в моей спальне, помните, видео я делала, через всю спальню глубоко копали, воду выводили, то же самое в кухне делалось. Ну, в общем, большую работу тогда зимой они провели, большую работу. За это 600 тысяч. И с летом сразу же сделали стяжки 100 с чем-то. Да я просто не знаю уже, это я... А еще что предстоит, друзья? Сейчас двери, наверное, 1150. Это я так примерно думаю. Потому что не только двери, вот сюда эти тоже наличники, или как они называются, я не знаю, простите меня, не знаю. Нужно. Далее вот эти вот, тут сюда, наверное, не надо. Плинтуса. Все вот это нужно брать во все комнаты. Обои, а мебель. Слава Аллаху Всевышнему, что люстру не нужно брать. Это очень большая помощь. Не собирается лишняя грязь. Да кошмар. Кошмар. Ну, здесь вы видите. Здесь тоже уже сделан потолок был. Давно. Оставались вот эти две комнаты, которые я вам говорила. Вот они оставались две. Здесь тоже есть. Ну, вот так вот, девочки. Вот такие вот дела. Сейчас Анжела здесь подметет. И все. Вымыть этот кафель красиво будет. Очень. Ну, здесь свет меняется. Здесь сейчас, по-моему, он тусклый, да? Да. Когда на улице светло, не так уж. Когда уже света... Когда на улице темно, тогда красиво смотрится, да? Да, сейчас двери поставить. Смотри, ма, это как утро. Не трогай, вот не трогай. Это как вечер. А это... Как ночь. Это как ночь. Ма, это что? Это, по-моему, вертолет. Так, сейчас, если мы поедем в Грозный, пускай тогда Висхан весь этот мусор вынесет отсюда. А, Вот там самолет пролетел. пролетел, да? Мам, посмотри сюда. Мама. Ну, вон еще один самолет. Ты балуешься, да? Нет. А сколько еще работы? Во дворе, вот во дворе плитку ложить. Есть плитка? Под фундамент тоже плитку ложить. Порог делать. Ой, мама родная, друзья. Я не знаю, мне даже страшно подсчитывать эту сумму. Сколько цемента? Это же просто нескончаемое количество цемента. Нет, я сейчас не то, что сказать, что я возмущаюсь. Я просто говорю, что сколько мы работаем все. Вот все до копейки уходит сюда. Очень все подорожало. Очень. Просто очень сильно. Друзья, я еще раз повторю. Я, значит, Висхан машину чистит, сейчас поедем. Номер ребят, которые делают натяжные потолки, я оставлю ссылочку в закреплении, номер телефона оставлю. Вы смело можете писать, звонить им и договариваться за работу. Потолки натяжные просто на совесть делать. Я очень довольна.
На все 100% я довольна этой работой. Действительно, все аккуратненько, все четко, все сделали, молодцы. Без лишних слов. Приезжают, даже если хозяев дома нет, заходят, работают молча. Что успели, сделали, поехали. Просто их не было где-то дней 5-6, а может и больше. Им там в одном месте нужно было срочно закончить работу, поэтому, ну, немножко они попросили нас, поэтому вот немножко эта работа задержалась. А так бы они уже давно закончили. Значит, сейчас что у нас остается? Следующий этап у нас это, иншалла, двери. Ну, за всем будете наблюдать. Покажем уже порядок здесь, уберем все это. В общем, вот так вот. Сейчас вот этот мусор Висхан ящик пускай пособирает, все это ненужное все выносит и палит. Вечерком, не сейчас, конечно. Друзья, работа у нас продолжается. Там стройка идет сзади. Здесь рабочие работают. Висхан помогает. Сегодня он один, Висхан немного помогает. Осталась эта комната. Натяжные потоки. Здесь ванная, как красиво. Посмотрите, как сделал. Потолок сейчас молиться пошел, парень. Вот. Лампочки поставить, вообще будет классно. Да, Софиш, всем привет. Все, уже ламело поставили? На потолок. Сейчас еще лампочки. Пока лампочек нету, Софиш. Стол не трогай грязный. Это что? Мадигду, что завтра в садик. Мадигду и. Альхамдулилlah, что завтра садик. А что? А я сейчас на садик не пойду. Здесь Висхан затирки уже сделал. Да, Софиш? Ага. Ну, классный, да, потолок? Аккуратный, хороший. Когда лампочки будут, вообще красиво будет. Обезьянка ты маленькая, да? Вот такие вот, друзья, девочки, мальчики. Сейчас закончат с потолками, но завтра, скорее всего, он уже закончит, и тогда сразу идет двери. Здесь тоже, видите, двери, вот эти проемы тоже нужны будут, ну, такие, Мам, из дерева, как почему? материал, как двери будут ставиться, широкие такие, красивые, мне не почему нравится. вот там Как они называются, я забыла. Что? Ну, проемы, по-моему, в двери, Что, да? это? Или я ошибаюсь? Это, Если мам? ошибаюсь, поправьте, пожалуйста. Что, мам? Кирпич? Ну, когда двери будут ставить, Ага. такой же материал, как двери, наличники, я правда могу ошибиться, поправьте, пожалуйста. Вот сюда тоже ставят вот так вот. Мам, почему ты И двери потом, что тогда? Ну, вот этой комнате, наверное, не надо, вверх под потолок ничего. И здесь, я даже не знаю, ванной нужно эти карнизы или нет. В этих комнатах поставить везде двери и плинтуса. И наверх. И можно клеить обои, получается. И хоть заходи и живи, да? А как заходи, живи? Мебели-то у нас нет. На чем мы будем спать? А? Софиш, на чем мы будем спать? У тебя волосы в глаза лезут? У тебя была косичка? Нет, ты мам, расплылась, у Софиш. меня это упало в глаз. Аккуратно вытирай. Толстусечка мамина. Мам, Ну, красавица. Ну, сейчас же пока немножко занято. Видишь, Анжела готовит этот ужин. Папа с Исханом строят там. Ты видишь, как? мам, уже 10 едой ели. Вам хватит?
10 еды. Толстуська колеса, маме, золотая девочка. Сейчас будет 11. Красавица мамина. Вот это мы убрали. О, уже мне хочется поскорее, чтобы это закончилось, друзья. Через год пройдет. Ого, ты добрая через год. Пойдем посмотрим, когда у нас великий строитель, чем занят. Когда вот это уже уйдет. Ну, пока на стройку это нужно. А, людечки, смотрите, что Софишка. Хайвала, ляг, хайвала. Софиш. Ляг. Хайвала. Сиди на месте, сиди. Что ты, расскажи людям, что ты сделала. Скажи, Софиш. Знаете, она в ту дверь выбежала и закрыла дверь. И сюда закрыла, чтобы Анжела в комнату не зашла. И там на ключ. И не пускает Анжелу в дом. Ляг, хайда. Она откроет, Анжела, хайвала. А Анжела около окна стоит, просит, чтобы я открыла. Софиш, ты не будешь открывать ей дверь? Да, пусть дома, пусть на улице ночевает. Она же будет плакать. А кто тебе голову помоет? Так завтра в Ой, садик. кто там будет плакать? Сама голос. Она что? По-моему, Анжела через окно. Через окно залезла? София, она что, через окно залезла? Да? Будешь знать, как мне укольчик сделать. А чем ты накрасилась? Блестишь, как обезьяна. Ты тоже. Я не накрасилась. Бай-бай. Где ключи? А где у него ключи? Не знаю. Все, теперь я сами знаю. А обязательно у бабушки в комнате. Да? Да? А здесь кто? Бабикан. Папу, а что? Ой, София. Ой, Висан именно сейчас не зайдет. София, зачем ты так накрасилась? Как-то непонятно прям. Чтобы губы были блестящие. Представьте, пошла намазалась, вышла как обезьяна. Теперь мы без Висана будем шить. Да, где Висхан? У бабушки. Ты закрыла, А я да? все двери закрыл. А Анжела как зашла в дом? Через окно. А он не сможет, мы ему окно закроем. Ну ничего, мы можем туз устроить. А папаша там спать будет. Ну все, да, как ты это танцевала, эту песню? Нет. М? Ну покажи, как ты танцевала. Нет. Ну, Анжела, ты сейчас ее... Мама, помоги. Отойди, то Анжела сейчас упадет. Ну ты палас, смотри, что делаешь с паласом. Я потом поправлю. Мне главное, чтобы она не вышла. Сиди давай. Ой, кошмар. Ляг, отпусти, пусть Анжела выйдет. Да не выйдет. Мы тут тусить будем. Хватит. А чем ты накрасилась? Пудрой. А ты что, как ты сильно блестишь? Да, Анжела выйдет. Ляг, ну все, успокойся. Все, завтра я тогда тебя с собой не возьму на море. Завтра опять поедем на море, я тебя с собой не возьму. Какое море? Ну, куда мы ездили? Еще рано. Все, открывай дверь, Анжела, открывай. О, Софиша, это что так?
Для чего это, не пойму? М? Чтобы освежиться. Анжела сделала А ее. что надо делать? Глаза закрывать и все? Анжела помыла ей голову, утюжком выровняла волосы, она потом намочила вот эти кружочки, ну, сухие такие, салфеточки вот эти. Намочила и легла. Я говорю, для чего? Она говорит, освежиться. А это какую-то пользу приносит? Угу. Какую? Значит, ты становишься чистой. А? Чистой. Кто? Ты. Что становится чистым? Лицо. А, лицо? Кожа. М. Не могу сдержаться. Ой, София. О, уже красивое, да, наверное, лицо? Ты уверена? М? Ты уверена? Не поняла. Уверена? Ну, еще не уверена. Ну, все, 10 минут. М? Давай. Мам, А. знаешь, когда ты снимаешь, нужно вот так делать. Анжела челочку ей подкрутила, волосы сделала, это утюжок ей. Ой. У тебя чистая кожа? Угу. Очень теперь чистая. Я не могу с нее, я не могу. Ты ж покажи людям волосы. Ой, видите, как Анжела помыла голову, сделала ей утюжок. Теперь ровные волосы, да? О, уже длинные, как я. Ох, и Софишка. Когда снимать это, нужно чистую воду пить. Что-что? Когда это, ну, сюда. Маску сняла, да? Нужно чистую водичку, да, пить потом? Холодную. С кулера, да? М. Ой, какие молодцы, какие молодцы. Вообще молодцы. Тигрица, шведская львица. Еще два туда и как раз нормально. Давайте вот сюда два. А? Да, ну, потом Исхан, пускай остальные ящики тоже принесет. Где зарядка, Алай? Ма, давай Вот я. такая Софишка молодец. До потолка нужно заложить. Будет классно. Друзья, всем доброго времени суток. Ассаламу алейкум. Сегодня бы хотела вам показать, поделиться посудой, которую я привезла и на продажу, и также для себя. Вот этот набор шикарный. Называется он «Травы России». Очень-очень красивый. Мне он так понравился, он мне запал в душу. Я давно очень хотела купить себе что-то для повседневного пользования. У меня-то есть сервиз для повседневного пользования. Вот этот вот бежевый, ну, слоновая кость и по краям такая, ну, золотая кайма. Ну, как бы уже поднадоело, знаете, хочется что-то такого весеннего, яркого, летнего, красивого, знаете, уже захотелось прям давно.
Вот этот я привезла и на продажу, и захотела оставить себе тоже. Очень-очень удобные блюдца. Смотрите, какие красивые, удобные блюда. Такая хорошая кружка, ручка хорошая. Вот. Значит, что присутствует в наборе? 6 вот таких супниц под первое. 6 штук. 6 тарелок на второе. Вот такие 6 тарелок. 6 подтарельников. Вот такие шикарные подтарельники, красивые. Смотрите, какая красота, друзья. Просто шикарно. Скажите, какая необычная красота. Вот такая серия идет золото, потом фрукты и цветочками. Ну, там много разных названий. Но вот это вот первый раз мы получили новинки. Это просто какая-то такая нежность, такая красота. Я прям очень любилась в эту посуду. Очень мне понравилась она. Значит, 6 подтарельников. Далее 6 вот таких вот кружечек. 6 блюдец. Вот таких вот. С них даже можно чаек пить. Видите, они глубокенькие блюдечки. 6 блюдечек. Далее вот такая вот салатница имеется. Смотрите, какая красивая. Салатница. Вот такая вот тарелочка для нарезок. Колбаску можно порезать, разные там копченые нарезочки, рыбку, что угодно. И 6 вот таких вот пиалочек. Если, например, это галушки, так можно, допустим, сюда положить мясо. Сюда можно положить и картошку, и мясо. Сюда вот бульон, который наливаем. В смысле, берем, да, вот томатом. А здесь сам бульончик, чаек, что угодно. Ну, вообще, это же не только для Гжижи Галныш придумали. Вообще, насколько это красиво. Просто посмотрите, друзья. Насколько это красота. Машалла. Я просто говорю, я просто влюбилась в этот сервис. Вот реально говорю вам. Что-то меня так ничего не... Ну, за то, что вижу каждый день посуду, каждый день разную, да, уже мне как-то это, ну, не особо удивляет, скажем так, да. А здесь прям, ну прям удивила меня посуда. Вообще на 6 персон она идет. Можно и на 12 персон, можно на 6. Ну, красота, просто красотушечная. Очень красивая посуда. Очень красивая посуда, девочки. И смотрите, на 6 персон, да, вот на 6 персон. Ну, получается так, что прям полный стол посуды. Видите? Обратите внимание, девочки, полный стол посуды. Учитывая то, что у меня стол большой. Смотрите, сколько посуды. Смело разложите. Машалла, как красиво, девочки. Посмотрите, пожалуйста. Друзья, посмотрите, какая шикарная посуда. Новый у нас обзор. Девочки, смотрите, какая красота. Как мне нравятся цветочки. Кстати, ваза и хлебница такая тоже продается. Вот белая, очень красивая. Посмотрите, какие красивые тарелочки, девочки. Это на 6 персон. Сервис очень-очень красивый. Посмотрите, я вам все покажу. Ма, какая красивая. Давай его себе оставим. Все себе? Да. А ты не поздоровалась? Всем привет. Ну, сначала нужно поздороваться, потом что-то говорить. Ого, листа принесли на неделю. Мам, ну оставишь нам? Она говорит, это тоже оставь нам, сервис. Все хочет. Супруг тоже Это говорит. я хочу все. И это. Твой папаша тоже сказал, что хочет этот.
Хотя он особо на это внимание не обращает, но ему очень понравился. Этот и тот, который я показала. Этот, А мне нравится. цветы России. Мне вот такой нравится. Смотрите, девочки, что присутствует в этом наборе. Положи тарелочку, пожалуйста, и не балуйся. Я посмотрю. Что присутствует в этом наборе? Ну, светофор, естественно, это идет отдельно. Девочки, как я и говорила, со скидками еще стал дешевле. Несмотря на то, что цены все дорожает, у нас светофоры 1700. Были 2000, потом 1800, сейчас 1700. Далее, смотрите, что присутствует в наборе. Значит, 6 больших таких тарелок. Вот она, одна большая тарелка. Вот она, другая большая тарелка. Вот она, третья большая тарелка. Четвертая большая тарелка. Вот такая вот, 5-я большая тарелка. Подтарельник. И вот такая красная. Также каждому из этих цветов есть для первого, для супа, там, для такого всего. Вот такая вот тарелочка. Дальше вот такая вот тарелочка. Маша, какая красивая посуда. Вот такая вот тарелочка. Вот такая вот тарелочка. Ну, для первого. Вот такая вот желтенькая тарелочка. И вот такая вот синяя. Но вы посмотрите, какая красота, друзья. А также 6 вот таких вот тарелочек. Под второе. 6 штучек. Вы видите. Какая красота, друзья. Посмотрите. Машалла, действительно очень праздничная, красивая посуда. Но раньше, девочки, было в наборе только 6 кружек. Раньше это было на 24 предмета. А теперь есть вот такие вот тарелочки с блюдцами. Смотрите, это все в одном наборе. Вот так вот. Блюдца, кружечки. Смотрите, какие красивые. Блюдца. Вот. И помимо них еще идут к набору вот такие вот 6 штук кружечек. Смотрите, вот они. Вот их упаковки, пожалуйста. Это квадратные, это вот с блюдцами, которая упаковка. Это все идет один набор. Вот такие вот кружечки. Смотрите. Машалла, какая красота. Ну, там можно, кто захочет, и вот так поставить. Проблем нету совершенно. Кто захочет, побольше кружечку. С этим тоже проблем не будет. Здесь вот в каждой кружечке внутри цветочки. Вот такие, очень такие удобные ручки. Друзья, главное, что удобные, хорошие ручки. Сервис называется «Радуга». 36 предметов. Вот это вот все в одном сервизе. Просто посмотрите, какая красота. Девчата, просто посмотрите, машалла. И, конечно же, с этим сервизом, кто еще не купил, конечно же, мне кажется, нужно купить и вот такой вот прекрасный светофор. Тем более сейчас еще и сервис. Хотя все на рынке, все подорожало на 15%. Повторно. Представляете? Да. Вот такая вот красота. На 6 персон. Если кто захочет, можно сделать и на 12 персон. Тоже такие варианты рассматриваются. Но, как я сказала, 6 подтарельников, 6 на второе и 6 вот таких вот под первое. Сейчас я покажу, как его нужно складывать. 6 тарелочек вот таких блюдца, 6 штук. 6 такие разноцветные кружечки. И 6 вот таких больших кружечек. Это все в одном наборе идет, в одном сервизе. Вот такая вот красота, девочки. Вчера ездила за товаром, привезла много сервизов красивых, поэтому заказывайте.
Девочки, ну и такой еще сервис. Вот посмотрите. Называется фруктовый сад. Раньше было по краям, листочков не было. Сейчас есть листочки по краям. Смотрите, какой красивый. Разные фрукты на кружечках. И блюдца, смотрите, какие хорошие. Вот 6 под первое, 6 штучек. 6 на второе, девочки. 6 под тарельник. Так, показала. Тут фрукты разные, смотрите. Вот, это под второе. Подтарельница. Красавица. Здесь также большое блюдо. Под первое, да, красиво? Это вообще красивый сервис очень. Вот такая вот салатница. Она идет одна. По краям лепесточки. Раньше не было. Это новинка. По краям идут лепесточки. Вот такая вот салатница. В общем, я разложу, чтобы было понятно, насколько всего этого здесь присутствует. Очень хорошая, красивая посуда. Хочу все, чтобы... Так-то они... Подожди, так-то они, ну, складываются, как обычно, обзорные не делаются. Просто у меня цель показать, насколько много посуд. Так-то ставится блюдо, это понятно. Сюда, вообще, когда обзор показывает посуду, вот, то есть, смотрится это вот так вот, то есть. И еще, смотрите, девочки, еще 6 пиалок. Смотрите, какие красивые. Черешенки, груши. Груши, 6 пиалочек. Машалла, какие красивые. И вот такое вот одно тоже блюдо есть, девочки. Одно вот такое большое блюдо для нарезок, салатница и остального всего по 6. Таких кружечек 6, тарелочек вот таких вот 6, блюдец под второе 6. Хотя сюда тоже можно нарезки ложить, все что угодно. Ну, в общем, чтобы вы увидели, что вот так вот это все фруктовый сад. Набор. Но раньше не было вот таких вот по краям. Просто были внутри белые. А сейчас внутри листочки. Видите, как красиво. Машалла, очень красиво. Ну и светофор, естественно, нужно брать. Кто берет посуду. Девочки, посмотрев видео, вы многие написали о том, что отдельно. Бывают ли кружечки отдельно? Радуга. Да, они бывают. Вот такая вот красота. Они такой формы, знаете, их давно не было таких. Royal Classic фирма, очень хорошее такое качество у них. 6 блюдец вот таких вот и 6 кружечек. Смотрите, какая красота. Очень красивая посуда и фирменная. Они есть в наличии. Также роза спрашивали. Роза тоже есть. Такие тарелочки. Смотрите, глубокенькие, красивые. Вот.
И кружечки. И вот такие вот кружечки, роза набор. Очень красивые они. Большие-большие скидки сейчас идут. Несмотря на то, что все подорожало, нет. И еще такие есть, я покажу. Ну, у меня сервизы я все привезла, но у меня видео много есть в записи, девочки, уже готовые. Я просто скреплю, чтобы заново с упаковочек не доставать. Все хорошо. Вот и будет тогда все понятно. Красота. Отправляем мы транспортной компании. Разные компании. Компания «Энергия», «Деловые линии», СДЭК, DPD. Через компании, кстати, кто не знал, намного дешевле, чем Почта России. Намного. А если есть такие варианты, которые люди, например, Киса, можете нам на Краснодар через автобус, или можете нам через автобус на Ростов отправить, либо на Москву через поезд или на автобус, мы там встретим. Это мы тоже делаем, потому что мы много девочек собираем замуж, которые выходят, которые живут в Москве, и они заказывают много посуды на приданное, все такое. Мы вот вчера ездили за товаром, мы закупились, у нас в основном это были заказы. Девчата, которые выходят замуж, либо на приданное, либо там на свадьбу, которые живут в Москве, вот эту вот красивую посуду, либо в Ростов мы отправляем. Вчера тоже мы отправляли прям много посуды там, ну и помимо посуды там чемоданы и такое все. Это тоже рассматриваем, это тоже мы делаем. Все отправим на автобусе, либо на поезде, как вам угодно, без проблем. И вы там встретите в своем городе. Ну, вот так вот.